Такси қойсаң болады бұл жақтан. Сохраненный бұл жоқ па? С. На северной стороне Иссык-Куля через неделю наступит звездный час золотистого абрикоса, который является основным источником дохода сел с низкой посещаемостью туристов. Из всех абрикосов Кыргызстана самыми устойчивыми к перевозкам считаются те, которые выращиваются в Тонском и Жетоогузском районах. Поэтому их увозят вплоть до российских просторов. Однако в этом году урожай обманул ожидания садоводов. Большинство плодов погибло из-за заморозков, а остальные пострадали из-за нехватки воды. Из-за нехватки воды наши абрикосы находятся в таком состоянии. Они поспели раньше срока и очень мелкие. В селе Джаниш пострадали не только абрикосы. Всего на 5 поднялись колосья пшеницы и ячменя. При такой высоте невозможно использовать комбайн. Осенью, видимо, придется их скашивать вручную. Подожди, не забирай воду, я скоро буду. Воду просят? Да, каждый день около 100 человек звонят. И только 3 удается осуществить полив. Джанишбек Сарыбаев весьма важный человек в период полива. Он обязан равномерно распределить среди фермеров объем поступающей в село воды. Планируешь завершить полив поля, так он затягивается на 2-3 дня. Земля засохла совсем. Вот утром начали работу и за 7-8 часов успели только гектар полить. А всего у нас около 400 гектаров. Даже не знаю, успеем ли полить все поля. Как видите, все уже желтеет. Давно нужно было начать полив, но не получается. Это поле, наверное, и во втором сенокосе не получится полить как следует. Последствия засухи ощутило на себе не только это село, но и практически все другие села Кыргызстана. Сотрудники Тяньшанского высокогорного научного центра при Национальной академии наук КР в составе маленькой экспедиции направляются на ледник Карабаткак в ущелье Кызылсу. Чтобы дойти до ледника, вначале едешь на машине, затем на коне, а потом пешком километров 10. Нашим коням пришлось нелегко, так как они не были подкованы. Один из них уже не мог идти. Пришлось его там и оставить. Остальных пришлось взять под узцы и повезти. Здесь коням тяжело идти еще из-за высоты. Чем выше поднимаешься, тем тяжелее дышать не только человеку, но и коням. Карабаткак – один из самых исследованных ледников Кыргызстана. Это рисунок ледника, нарисованный в 1947 году. В то время общая площадь этого ледника составляла 3,2 квадратных километра. Согласно данным 2016 года, она уменьшилась до 2,5 квадратных километров, а длина сократилась на 700 метров. Из-за таяния ледового пласта появилось озеро объемом 200 тысяч кубических метров, что привело к изменению горного ландшафта. В то время край ледника находился на берегу этого озера. Тогда ледник был внушительной длины и был толстослойным. С 1950 года идет процесс уменьшения площади ледника. Основание ледника находится на высоте 3300 метров, а вершина 4800 метров над уровнем моря. 24 июня было 70 сантиметров, а сейчас стало 95 сантиметров. Значит, площадь таяния составила 25 сантиметров.
Сотрудники научного центра на разных участках ледника устанавливают пластиковые палочки, с помощью которых определяют уровень таяния ледника. Жылына 10 метрден артқа. Ежегодно отступает примерно на 10 метров. В то же время ледник ведь не стоит на месте. Он также перемещается вперед. Где-то 2 года назад мы совместно с учеными из Бельгии измеряли здесь толщину льда, которая составила примерно 50-60 метров, а в основании ледопада около 70 метров. Думаю, что где-то через 30 лет здесь уже не будет никакого ледника, он растает, исчезнет. Глобальное потепление, а также выбросы в атмосферу парниковых газов в больших объемах обуславливают таяние ледников. Кроме того, соленая пыль с берегов Аральского моря также влияет на уменьшение их площадей. По словам ученых, с 1960 года температура воздуха увеличилась на 1 градус. Повышение температуры в первую очередь сказывается на состоянии ледников. 2050 жылы 1,2 градуска жоғарылайды. Да. В 2050 году температура увеличится еще на 1,2 градуса, а в 2100 году, если такой темп сохранится, повысится уже на 1,8 градусов. Карабатка мөңгүсүнүн аянты 2,5 чарчы километр. Площадь ледника Карабатка, который мы видим на сегодняшний день, составляет 2,5 квадратных километров. К 2050 году она может уменьшиться до 2 квадратных километров, а к 2100 году может составить всего 1,3 квадратных километра. Если изменение климата будет продолжаться в таком же темпе, то объем воды, вытекающий из данного ледника, в 2050 году может уменьшиться на 12%, а в 2100 году на 44%. Дендрохронолог Айпери Джумалиева через анализ годичных колец сосен ведет наблюдение за изменениями в здешней природе. По ее словам, чем больше теплеет, тем больше расширяются границы лесов по направлению к леднику. Сосны все ближе подбираются к основанию ледника. Ушул аймакта мурунку акыркы 55 жыл мурунку убакытты карашкан. За последние 55 лет здесь температура воздуха увеличилась на 0,3–0,6 градуса. Если раньше верхняя граница леса располагалась на высоте 3200 метров, сейчас она дошла до 3343 метров. Получается, она продвинулась вверх на 209 метров. Ошондо 209 метрге чейин өйдө жылган деп жыйынтык чыгарышкан да. Длина реки Нарын, впадающей в реку Сырдарью, составляет 807 километров. Она берет начало в долине Арабель Иссык-Кульской области. Если объем воды, вытекающий с ледников горных массивов Акширах и Джетимбель, уменьшится, то уменьшится и объем воды в реке Нарын. Галлициологи Центрально-Азиатского института прикладных исследований Земли Руслан Кенджибаев и Мухаммед Эсенаман Улу 2-3 раза в год посещают Южный Бордо и ледник Западный Суек в Арабельской долине. Их действиями руководит кандидат географических наук Рыскул Усубалиев, уже 30 лет занимающийся изучением ледников. Это карта ледника по каждому высотному участку. На каждой точке находится прибор рейка, с помощью которого мы измеряем уровень таяния ледника. Отсюда до первой точки измерения осталось 240 метров. В каталоге ледников с информацией за 1940-70 годы
обозначено, что длина западного Суека составляет 2,5 километра, а площадь 1,6 квадратных километров. За последние 70 лет длина западного Суека сократилась до 2,2 километров, а площадь уменьшилась до 0,9 квадратных километров. Процесс таяния ледников продолжается и в настоящее время. Мы 6 августа 2020 года установили эту рейку. Она располагалась на нулевой высоте, то есть ее вершина находилась на одной линии с вершиной ледника. В этот раз мы приехали 3 июля. Оказалось, что уровень таяния составил 1 метр 61 сантиметров. При интенсивном таянии длина растаявшего участка может составить до 4 метров. Процесс таяния ледника начинается с конца мая, когда температура воздуха держится выше нуля, и продолжается до сентября. С потеплением воздуха сначала тает снег на поверхности ледника, а потом и лед начинает превращаться в воду. Смотрите, здесь земля ровная, а вот здесь есть ямки, где оседает пыль. Эта пыль – смесь снега со смогом, с элементами парниковых газов, выделяемых заводами, фабриками, автомобилями. Она способствует более быстрому таянию ледников, так как лучше поглощает солнечные лучи. Сотрудники Центральноазиатского института прикладных исследований Земли в течение многих лет ведут наблюдения также и за ледником Западный Борду горного массива Акширак. Западный Борду находится недалеко от месторождения Кумтор. 8-9 лет назад, когда были начаты исследования, этот большой камень находился на поверхности ледника. Из-за таяния ледника теперь он находится уже здесь. Сейчас расстояние между ледником и камнем достигло уже 40-50 метров. Площадь ледника Западный Борду с 1950 года сократилась на 1 квадратный километр. Если самая высокая точка ледового пласта находилась на высоте 4710 метров над уровнем моря, то в настоящее время она опустилась до 4680 метров. Давай измерим уровень таяния. Ты измеряй, а я буду записывать. 1 метр 87 сантиметров. Давай запишу и в GPS. В каталоге ледников, опубликованном в 1976 году, указано, что в Кыргызстане находится 8208 ледовых пластов. В настоящее время их количество достигло уже 9959. Причина кроется в том, что крупные ледники тают и раскалываются на несколько частей. Из мелких стоков вод растаявшего снега формируется вот такой вот арык. Данный арык появился еще лет 7-8 назад. Такие арыки способны разделить ледник на несколько частей, поскольку способствует быстрому таянию льда. В свое время он был лишь маленьким стоком воды, а теперь его края расширились и объем воды в нем значительно увеличился из-за таяния льда. Лет через 10-15 ледник, скорее всего, расколется на 2 части, и мы, возможно, и не сможем перейти на ту его часть. По словам специалистов, за последние 60-70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 1393 квадратных километра. За этот период ни разу не было отмечено увеличение площади ледников.
Нехватка воды, конечно же, может привести к внутренним и внешним конфликтам. Внутренние могут возникнуть из-за дефицита воды между областями и районами. Ведь даже в одном селе или Аюлук-Мөтү иногда возникают различные напряженные ситуации из-за нехватки поливной воды, а внешние могут возникнуть на международном, межгосударственном уровне. Если эта тенденция продолжится, то в течение предстоящих 50 лет мелкие ледники могут совсем исчезнуть. К примеру, в Таласской и Чуйской долинах, на юге, на северных склонах горных хребтов Ферганской долины количество ледников может сократиться практически на 40-50%. Одна из юрт, расположенных у подножья ледника Западный Борду, принадлежит Курманбеку Айтбаеву. Он пасет скот местных жителей. У его супруги высокое давление, поэтому здесь он живет вместе с 3 подросшими внуками. Здешние чабаны держат только коз и овец. Так как долина Сырт находится на высокогорной местности, из-за разреженного воздуха крупному рогатому скоту здесь невозможно выжить. Мы всегда обращаем внимание на то, что происходит здесь. В некоторых местах практически не осталось ледяных участков. По сравнению с прошлыми годами их становится все меньше и меньше. Нижняя сторона Кичи-Борду всегда была болотистой, но в этом году заметил, что некоторые места начинают высыхать. Рядом протекает река, которую раньше мы могли перейти только на коне, а теперь ее можно спокойно и пройти вброд. Даже овцы проходят ее вброд. За 70 лет площадь ледников в Кыргызстане уменьшилась на 16-17%. По словам специалистов, вполне возможно, что интенсивность таяния ледников будет только усиливаться, так как человечество больше заботит не защита окружающей среды, а удовлетворение своих повседневных нужд. Все больше становится выбросов в атмосферу. Неизмеримо растет потребление. Таяние ледников приведет к возникновению экологических и экономических проблем не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии, где проживают 75 миллионов человек, так как 70% водного ресурса Кыргызстана берут начало от ледников. Ой.